с вами. Вот сегодняшний день у нас, начну с того, что вот по просьбам телезрителей, так сказать, просили меня заснять некоторые объекты, которые вот находятся, ну, во всяком случае, там, где я езжу, там и снимаю. Смотрите, вот здесь вот есть такая вот гостиница. Она находится рядом с рестораном Пегас. Вот эта гостиница. Сюда приезжие могут приехать. А здесь еще вот, смотрите, магазин Такумо и магазин Крепеж рядом. Ну, кто в городе живет, поэтому тот знает их расположение. Это улица 4 Горняков. Также здесь вот склады магазина Крепеж. Ну, вот эти вот контейнеры, это их. Ну, а вот здесь улица 4 Горняков. Я тоже когда-то на этой улице жил. Лет так 40 назад. Жители до сих пор еще вот в этих частных домах живут. Я не знаю, это плановые, не плановые застройки. Я к чему веду? Просто на этой улице, на улице 4 Горняков, вот там, видите, сзади еще вот там расположено еще одно такое строение. Немножко загораживает его. Вот она, видите, красивая такая. Не могу увеличить, к сожалению. Ну, понятно, да, всем? И вот здесь выезд на шоссе Кирова. На этой улице вот эти гостиницы, которые я показал возле Пегаса, и вот это, две гостиницы, в данный момент они являются обсерваторами. То есть сюда поселяют приезжих на двухнедельную передержку, так сказать, на карантин. Просто меня просили показать, где находится обсерватор. Это один из обсерваторов. Это частные гостиницы, но они в данный момент находятся в таком состоянии. А у нас на нашем Тойотасе, блин, колеса что-то поспускало. Сейчас накачаем колеса. Вот здесь нормальное давление в шине 3,5. Все отлично. Нормально так. Все, колеса накачали, грузовик обслужили. Вот, сегодня веду съемку на второй светофильтр. Первый у нас был, это светофильтр просто Polaroid, а это светофильтр немножко затемняет на 4%. Не знаю, вот сейчас будем смотреть и сравнивать, что у нас получалось. А почему я его поставил? Потому что сегодня солнечная погода. Так, по поводу вчерашних видео, блин, вообще молодцы. Накидали столько этих комплиментов, говорю, не комплиментов, ну и их тоже. Очень много сообщений, очень-очень много, и все положительные, спасибо. Хорошо, что у нас пока нет хейтеров на нашем канале. Ну, они обязательно будут писать нам, ставить нам дизлайки, обязательно будут нас ругать. Вот. Всем огромное спасибо. Сейчас вот еду специально показать вам. Люди просили, чтобы я показал обсерваторы в нашем городе. Вот это здание Веста. Сейчас здесь находится это здание нашей компании Алруса. Вот этот дом. Адрес его, сейчас мы посмотрим с обратной стороны, он находится на улице Московская. Это обсерватор номер 2. Туда внутрь не пускают просто так, сюда обязательно вход только по пропускам и только, короче говоря, в маске и в перчатках. Помнится, я здесь забирал кого-то. Ну, уже люди просто, ну, не то что там заболевшие, нет, здесь просто люди находятся на реабилитации. Елки-палки, что-то ни одной вывески с адресом хотел вам показать. Ну, короче, улица Московская. Здание это новое,
И оно, блин, общежитие какое-то. В этом общежитии сделали обсерватор. А это вот новая девятиэтажка тоже, видите, Московская 7. Она совсем новенькая, прям буквально в 19-м, по-моему, году была сдана. За ней, видите, еще одна строится. Опа. Опа, опа. Видите, это я еду уже не по местам боевой славы, а по местам вот. А вот этот дом называется, он у нас ипотечный дом. С обратной стороны, видите, я его это снимаю. Это новая девятина строится. Интересно, там что, есть проезд? Нет, там нет проезда. И вот мы выезжаем на улицу Аюнского и попадаем мы попадаем к ботаническому саду. Вот здесь вход в ботанический сад. Мы недавно снимали, гуляли по нему. Видите, вот он открытый, пожалуйста, люди гуляют. Вообще там с колясками, семьями. Сейчас мы проедем мимо него, потому что нам нужно проехать сейчас. А, кстати, Московская 12. Вот кто здесь жил, смотрите, вот ваш дом. Все красиво, заасфальтировано, все цветет. С этой стороны вот сад, ботанический сад. Вот видите, за забором там горка каменная, цветущие сакура и другие деревья. Что тут еще интересного? Кафе «Уют». Когда-то было очень популярное. Ребята, кто помнит, смотрите. Кинотеатр «Родина», вернее, все, что от него осталось. «Родина» была и сгорела. Я помню, блин, пацанами бегали туда мультики смотреть. Потом в нем был мебельный магазин. И потом через какое-то время он переехал уже в другое здание, это мебельный. И все. И потом он сгорел нафиг, дотла. Мы, по-моему, даже не тушили особо. Осталась кирпичная часть от него и все. Вона, мы тут даже подъехать не можем к магазину «Айсберг». Ля-ля-ля-ля-ля. Блин, ну ладно. Вот это я попал в магазин «Айсберг». Блин, перед обедом. Ужас. Народу, блин, шквал. Вообще просто жесть. Прикупил там кое-что. Думал хлеба свежего купить. Что-то там не очень, видимо, все подразобрали, что ли. Фух. Такие дела. Чем мы там купили-то? Ничего. Вот смотрите. Купили вот такой салат. Черепашка. Что у него цена? 850 рублей за килограмм. Салат «Лесная поляна». 750 рублей за килограмм. И бедрышки куриные 400 рублей за килограмм. Ну, это они уже пожаренные. Фу, блин. Жарко на улице становится-то. Такие дела. Короче, ребята, блин, цены с каждым днем, мне кажется, они все больше и выше становятся. Так, едем дальше, смотрим. Чем удобно магазин «Арктика» тут, конечно, это вот то, что у них есть своя хорошая парковка. Ребята, вот, смотрите. Родина наша. Вот все, что от нее осталось. Родина. Когда-то помню карьер, когда был еще не очень глубокий, карьер «Мир» я имею в виду. А мы жили на улице 4 Горняков. И там до карьера было, ну, блин, рукой подать вообще. В засыпухах жили. Такие старые деревянные дома. Ну, вы видели, да, мы сегодня там ездили. Так вот, когда был взрыв в карьере, к нам подъезжал автобус
сигналил, собирал всех людей, звучала сирена такая, как типа военной, типа воздушная тревога. Но она и была реальная воздушная тревога. Подъезжал автобус, мы все выходили, собирались, и нас везли в кинотеатр Родина. Всех жителей этого района. Вот там, где мы на 4-й Горняков жили, улица Портовая, прилегающая к ней. Мы садились в автобус, нас везли в кинотеатр Родину, всю толпу полностью. И мы смотрели там фильмы всякие, мультики, киножурнал «Хочу все знать» или что-нибудь такое. Какой-нибудь фильм показывали, ну, буквально там на часик. Потом звучал взрыв, земля содрогалась, короче, и летели камни. Ну, камни летели там в пределах, может, 100-150 метров от карьера. Карьер был не глубокий еще. Все, потом тревога эта замолкала, и нас везли назад всех. Фильм заканчивался, сеанс, и нас отвозили на место назад всех. Вот так мы и жили. Да, это было 70-е годы. Никто никого, как говорится, не обижал. Ну, просто люди прекрасно знали, что летают камни. А потом мы приезжали, некоторые вдруг случайно обнаруживали в крыше своей засыпухи дырку, блин, от камня прилетевшего. Вот такие дела, блин. Весело жили. Вот дом с орденами, видите? Ордена комсомола, все 6 штук. Все, потом остальное досмотрим. А мы, друзья, с вами летим по городу, летим. И, как говорит мой один знакомый блогер, волосики назад. У нас есть небольшое задание. Надо прокатиться до поселка Геолог. Есть там одно дело. И заодно мы с вами поглядим попутно какие-нибудь достопримечательности. Опа. На красный попали, блин. Мы сейчас проедем маленько по грунтовочке. Как вам изображение с новым фильтром? О, самолетик садится. Какой-то Ан-24, что ли? Нифига себе, они еще летают до сих пор. Нифига себе, да. Кстати, надо остановиться, посмотреть, что у нас тут есть. Карьер Мир. Проход запрещен, опасная зона. Да мы особо не будем тут никуда заходить в опасные зоны. Так, маленечко пройдем, посмотрим. Потому что в прошлый раз мы посмотрели Карьер Мир с смотровой площадки. А сейчас вот с этой стороны, с противоположного конца, абсолютно. То есть... Опа. Далеко не будем заходить на борт карьера. Вот так. Даже вон там дорога куда-то немножко ведет. А, это вон туда, к насосной станции. Вот видите, дорога. Туда не пойду, потому что там опасно, там могут осыпаться что-нибудь. А вон там, видите, геологи стоят. Вернее, это ВПТ «Нефтемаш» подразделение. Они сверхглубокое бурение производят. Бурят на глубину 1450 метров. И добывают оттуда из шурфа, из скважин добывают образцы породы. И таким макаром, значит, исследуют. Привет всем, ребята! Сегодня снимаю контент такой интересный для вас. Тойотка ждет. Садимся, едем дальше в Геолог.
буровая. На камере она, конечно, смотрится маленькая, но на самом деле, блин, здоровенная. Вот там наверху целый 20-футовый контейнер закреплен с каким-то оборудованием. Здоровенная буровая. Именно вот этими буровыми установками ведется разведка, добыча нефти и газа. Здесь поселок целый вахтовый. Там живут работники нефтемаша. Здесь, видите, тоже кругом везде посадки. Все засажено деревьями. Молодцы. Это все как бы для пользы. Укрепляются борты карьера, почва укрепляется. Да и вообще кислорода побольше, хотя в принципе тут и так везде тайга кругом. Хватает. Зимой, конечно, у нас здесь проблема с кислородом. Из-за очень сильного мороза и отсутствия лиственных растений, лиственного леса, недостаток кислорода до 30% содержания кислорода в воздухе. Опять-таки, вот это нам не зря здесь доплаты, потому что нехватка кислорода не очень хорошо сказывается на работе головного мозга. Так, что мы тут сейчас налево поворачиваем? Поселок Геолог. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Заворачиваем. Оп. Друзья, кто жил в поселке Геолог, смотрите, может быть, вам интересно будет. Улица Южная, 4А. Это первый с краю дом вот на въезде в Геолог. Южная 3. Насколько я помню, здесь даже магазин был продовольственный. Вот как-то я давным-давным-давно здесь бывал в Геологе. Вот сейчас направо улица поворачивает. Южная 12. Здесь вот дома на 4 хозяев. Такие вот. Где гаражи. Ни хрена себе здесь сгоревший КамАЗ. Ни хрена. Прям сгорел до основания. Помню, где-то здесь вот мы вот сюда за Геолог ходили, здесь лужи большие, вот там река и релях. Мы даже на рыбалку туда ходили. Живут люди, видите, живут. Нифига. Поселок Геолог довольно-таки такой еще приличный. Много домов, улиц. Кубовая. Вон Южная или какая-то улица. Блин, тут уже трудно определить. Названия нигде не написаны. Да тут дальше-то. Сейчас дальше проедем, посмотрим, что там. Или, по-моему, все это уже конец. Геологическая 19. Вот там дом, улица Геологическая 23. Вот мы его насквозь проехали, весь поселок Геолог, получается. Ну вот так вот здесь и живут в этих балках люди до сих пор. Поселка, видите, какие тут. Блин, тут, наверное, после дождя вообще хрен проедешь. Такая глина. У нас нифига
Это улица Южная, Южная 22. Тут все в дробях. Потому что еще дробь 3, дробь 2, дробь 1. Южная 20, квартира 4. Улица Южная 18, дробь 1 и дробь 2. Друзья, блин, улица оказалась тупиковая. Зря я туда заехал. Ну, нормально. Зато вот посмотрели жители Южная 19. Вот такой небольшой вам заснял контент. Как это называется? Годный контент. Да, модный такой. Друзья, у нас внезапно кончилась зарядка батареи. И мы летим дальше. Сейчас перезарядились. Все нормально. Летим дальше. Так, что у нас нового? Смотрите, прогноз погоды на ближайшие 3 дня у нас такой. Сегодня у нас погода 21 градус, завтра 24, послезавтра будет плюс 25, погода будет солнечная, ясная, ночью каждый раз одно и то же, плюс 13 градусов. Вот такой прогноз погоды на ближайшие 3 дня. Ситуация по короне у нас хреновая, честно сказать. По Якутии, скажем так, хуже, чем когда соблюдался весь карантин. Поэтому количество заболевших увеличилось в сутки. То есть раньше было 76 среднее количество заболевших в сутки. То за вчерашний день было 90 с чем-то. 96 человек, по-моему, прибыло. Ну и как обычно, большинство это, конечно, город Якутск. 4 плюс Алданский район, Мирнинский район по 4. И в Мирном ситуация такая, что заболевших очень много. Что-то я не помню, сколько там. Короче говоря, если ситуация будет также нарастать, то Мирный могут закрыть на карантин. Как это будет, конечно, выглядеть, я не знаю. Но карантин само по себе слово не очень хорошее. А если еще введут какой-нибудь комендантский час, то это будет полная жопа. А с другой стороны, вот начинают работать некоторые организации спортивного характера, там, как я уже писал, да, как я уже говорил, что будут открываться спортивные учреждения, КСК, культурно-спортивный комплекс. Не знаю, как это будет выглядеть, либо, блин, все это прикроют опять, не дав даже открыться. А мы поворачиваем вот сюда во двор с улицы Советской на вот этот переулок. Эти все дома относятся к улице Советской. Блин, не вижу адреса. Вот эти дома у нас, это у нас, это у нас, это у нас. Ни хрена ничего не обозначены. Никаких вывесок нету. Видимо, настолько старые дома, что решили, что их не обязательно вешать на них таблички. Друзья, вот специально для вас снимаю вот эти переулочки и улочки. Это у нас улица Советская, дом 19А. Вот это дом 21. Эх, блин, придется где-то разворачиваться. И это мы подъехали со двора магазина Восток. Сейчас мы здесь маленько развернемся. Вот здесь детская площадка, видите? Хотел там во дворе проехать. Ага, вот как раз там освободилось. Проезд освободили.
машин, видите, сколько во дворах. Ну, как в любом большом городе. Все парковки, все свободные места, все машинами заставлено. Вообще не проехать, не пройти. Даже тротуары, даже все везде, где можно, все везде, видите, машины стоят. Лексусы, Тойоты и так далее. Советская 21 с правой стороны. Так, что-то у нас кто поворотник включил. Вот это дома уже пошли Тихонова. Вот смотрите, Тихонова 16. Девятиэтажка, малосемейка. Это магазин Экспресс 3. Ну, видите, где мы выехали дворами? Вот такой новый магазинчик Экспресс 3. Народ гуляет, отдыхает. И выезжаем на улицу Тихонова. Бам-бам-бам. Поехали. Ну вот здесь, смотрите, улица это дома Тихонова 14, Тихонова 12/1. Это где двухэтажные квартиры, дом экспериментальный. И еще вспомнил, меня попросили снять дом с пандусом. Это Тихонова 10. Я так понимаю, дальше 8. Дом 6. Вот дом Тихонова, вот этот, который с пандусом. Это у нас дом Тихонова 8. И мы поворачиваем сюда. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот он, этот дом. Видите, как тут красиво, все зелено, заасфальтировано. Вот эти сходики все покрашены. Все хорошо. Здесь вот под домом все так же вот магазинчик здесь раньше был. Ну, по-моему, он просто сейчас закрыт. Еще и оптика там была. Да, это все закрыто. Все заросло вот этими деревьями. Все подходы к дому. Так вот интересненько. Ну, на пандусе никого нету. Ну все, видите, он весь дом немножко тут чуть-чуть облез. Что, я думаю, в следующем году покрасят. Что тут? Жилищно-эксплуатационный участок. ЖЭО, короче, здесь местное. О, нифига, тут детская площадка спортивная. Ребятишки вон катаются. Молодцы. Это для скейтеров. Площадка, там они на велосипедах, гляжу, сейчас катаются. Проходите, мадам, проходите. Так, а мы сейчас проезжаем сюда вот дальше через двор. Здесь магазин Кедр, детский садик рядом. Вот здесь магазин Наталья был, по-моему, да? О, магазин. Это у нас что такое? У нас дома. Советская 11 дробь сколько-то, блин, не вижу отсюда, слепой нафиг. Шашлыки. Вкусно, недорого. А был Наталья раньше назывался. Или Надежда. Надежда, точно. Вот здесь 7-я школа. Оп, полицейские. Вот, смотрите-ка, школа номер 7. Кому знакома школа номер 7, смотрите, где здесь тумбочки поставили, чтобы никто не заезжал. Я знаю, у меня брательник здесь учился в 7-й школе. Вот она какая красивая, до сих пор функционирует. Ну вот это, видите, дома по советской 13, дробь сколько-то. Скутеристы вот тут носятся.
по-советской с дробями. Вот здесь пицца тайм. Раньше, помнится, был шубный магазин, что ли. Ну, эти дома тоже, наверное, узнаете, да? Тоже это все дома 13 с дробями, по-моему. А, нет, уже 11. Нет, 13, все-таки 13 дробь сколько-то. О, это у нас Кристина. Кристина, салон МТС. На втором этаже там у нас хозяйственный магазин. По-моему, это долина. Так, а что у нас тут покрасили? Я не понял. Дорогу покрасили. Так. Советскую приводят в порядок. Алроса. Алмазная слава России. Была. По-моему, слава заканчивается. Слава была, когда был Якут Алмаз. А теперь правители Алроса превратили ее в какой-то, блин, даже не знаю, как его назвать, придаток. Ну, магазины по советской, Культ Спорттовары вы, наверное, узнаете, да? Магазин Мега, Альфа. Это раньше вот был Культ Спорттовары, а стал он Литуаль. А нет, Культ Спорттовары, название так и осталось, видите? Старое название. Ну там в нем просто павильонная торговля, на данный момент оно все закрыто. Вот здесь должна быть летнее кафе, тоже не работает. И телерадиокомпания «Алмазный край». Заметьте. А мы сейчас заедем сюда, посмотрим. Представляете? У меня много знакомых, родственников и вообще просто знакомых людей работают в телерадиокомпании «Алмазный край». Всем вам огромный привет. Я у вас конкурент. Но не бойтесь, я вам не буду сильно жесткую конкуренцию создавать. Работайте спокойно. Я буду свой контент пилить, а вы свой. Неожиданно, да? Неожиданно, да. Ну, посмотрим, кто, как говорится, смеется последним. Так, пешеходный переход. Проходите, пожалуйста. Не буду мешать. Не торопитесь. Можете спокойно идти. Видите, сколько там у нас там памятники такие интересные. Они до сих пор еще живые. Это драконы эти, или как они называются? Там Змей Горыныч, там железный такой. Очень популярный в нашем городе такой памятник. Блин, что-то, ребята, мне кажется, сегодня у нас фильм получится опять длинный. Я вчера немножко, позавчера что-то переборщил нахрен. Вот надо маленько, наверное, мне все-таки взять сегодня ножницы и немножко покромсать фильмец. Против солнца не знаю, как снимает. Потом посмотрим, конечно, что получилось. Так, мы на зеленый хотя бы едем, нет? Да, на зеленый мигающий. Потому что, блин, новый светофильтр поставил. Ну вот так, наверное, вообще идеально, да? Сейчас только когда солнце выглядывает в глазки нам, наверное, сразу качество падает. Это надо было тогда мне сразу светофильтр одевать, этот, который ультрафиолет защищенный, так называемый полароидный. Так, ну что, на сегодня, наверное, хватит. Уже всякого разного наснимал сегодня вам, друзья, блин. Поэтому, что еще сказать-то? Давайте, короче, молодцы, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте сделать небольшой репост в любых, как говорится, в этих соцсетях. Можно в Фейсбуке, можно в Инстаграме, можно, блин, в Вайбере, можно в WhatsApp. Раскидывайте по друзьям, по знакомым. Нам будет очень приятно. Нас, кстати, за последние сутки прибыло еще 3 человека. А это очень приятно.
А какую кучу мне комментариев положительных понакидали. Блин, ребята, просто я расплылся. Вообще спасибо огромное. Вам спасибо. Будем дальше снимать. Постараюсь поддерживать канал в работоспособном состоянии. Надеюсь, на нас там никто не обрушится сверху. Никакие, блин, карающие органы. Хотя у нас канал чисто информационно-развлекательный. Мы все показываем, все рассказываем. Нам нечего скрывать. Поэтому молодцы, ребята. Давайте, до свидания. Оставайтесь на нашем канале. И всем пока-пока.